Невидимое оружие победы. Солдаты победы. Как много для нас в этих словах. Каждый год мы участвуем в параде бессмертного полка с портретами наших родных. Сколько мужества нужно было моему прадеду Гусеву Павлу Константиновичу, чтобы во время фронтовой операции поздней осенью переплыть холодную реку. 21 июля 1942 года вражеская пуля оборвала жизнь моего прапрадеда Михаила Николаевича Ефремова. Вот что мы прочитали в письме с фронта. «Милая Ниночка, папа твой погиб за счастливое детство, за то, чтобы ты не была немецкой рабыней». Политрук Ефремов на поле боя проявил величайшую отвагу, готовность бороться до последнего дыхания. Мы гордимся своими прадедами и всегда помним о них. Поэтому, когда наша учительница летом предложила нам прочитать книги о войне и русских войнах, мы даже обрадовались. Но события прочитанных рассказов нас удивили. Мы начали размышлять, как же так? Разве только в нашем Отечестве войны были сильными, смелыми и бесстрашными? Или владели оружием самым лучшим? Нет, неприятель ведь тоже не слаб, к тому же не глуп и численностью часто превосходил. В чем же тогда состоит невиданная сила отважных русских воинов? Почему они шли в бой, не боясь смертельной угрозы? Сформулировать предположение нам помогло высказывание полководца Суворова. Он считал, что невидимое оружие в душе, в духе воина. Оно посильнее мечей, автоматов и танков. Хорошо бы это помнить тем, кто недружественно относится к нашей стране. Мы поставили перед собой следующую цель. На примерах литературных произведений современных детских писателей, пословиц и поговорок, показать качества, которые во все времена помогали побеждать российским солдатам. Нами была выдвинута гипотеза. Российские воины во все времена обладали важными качествами, которые были самым главным невидимым оружием победы. Вы видите сейчас задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной цели. В нашей работе использовались данные методы. Прежде всего, мы решили рассмотреть, что такое традиции в армии. Вы видите это определение на слайде. Из интернет-источников мы узнали, что русский солдат не был захватчиком, а из века в век успешно защищал свою родину. Так, о каких же качествах великой души русского солдата говорил полководец Суворов? Мы обратились к толковым словарям и уточнили значение слова «дух», «душа». Таким образом, Суворов имел в виду передаваемые из поколения в поколение качества воинов, составляющие высокий боевой дух русских солдат, а также их душевные качества, связанные с проявлением доброты, отзывчивости. Чтобы выделить качества, составляющие боевой дух солдат, среди 83 гимназистов начальной школы и среднего звена нами было проведено анкетирование. Вот основные особенности, которые, по мнению опрошенных, отличают российского воина. Однако результаты опроса показали, что ученики среднего звена более уверены в великодушии и милосердии к побежденным, добром, честном отношении к мирным жителям. А большинство опрошенных начальных классов не знают, что воины могут проявлять милосердие к побежденным. Печально, что и старшие и младшие классы по фотографиям сразу знали звезд шоу-бизнеса, но не смогли назвать имена героев-воинов. На следующем этапе исследования нужно было подобрать пословицы с упоминанием солдат. Мы провели классификацию более 90 пословиц. Вот что у нас получилось. На основе классификации пословиц и поговорок можно сделать вывод, что в них отразились все основные, выделенные нами качества российских воинов. Работая с пословицами, мы обратили внимание на одну из них. Кто погиб на поле брани, тот святым навеки равен. На уроках православной культуры мы узнали, что в Евангелии есть такие слова: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Конечно, эти слова во все времена вдохновляли солдат, помогали воинам преодолевать страх смерти. Не останавливайся, когда перед тобой старик или женщина, мальчик или девочка. Убивай, читаем мы в памятке немецкому солдату. Воспитанный в духе православной веры, наш солдат такого себе не позволял. Это доказывают найденные нами пословицы. Мы решили рассмотреть, как качества русского воинства отразились в произведениях в детской художественной и научно-популярной литературе.
Прочитанные произведения Сергея Алексеева, Валерия Воскобойникова и других авторов мы группировали по историческим периодам и категориям, выделенными во время опроса. Отдавая приказ рубить за собой мосты, князь Дмитрий Донской сказал: «Победим или умрем, нет нам назад дороги». Такую же преданность Родине мы увидели, прочитав о защитниках Севастополя, героях-панфиловцах и многих других воинов. При этом, видя жестокость врага, матросы Ушакова спасали тонущих с неприятельских кораблей. Также милосердны были к побежденным солдаты Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. Нас поразила готовность наших солдат во все века жертвовать собой ради ближних. Подорвав себя гранатой и боевиков, в Сирии майор Роман Филиппов крикнул: «Это вам за пацанов!» А по сути, это за други своя. Таким образом, анализ произведений показал, что в разные исторические периоды названные нами качества помогали побеждать солдатам в самых сложных условиях. Однако произведений детских писателей о службе в современной армии мы не нашли. Чтобы проверить информацию, взятую из интернет-источников, мы обратились к справочной литературе и интервью со специалистом. В энциклопедии «Популярная история Республики Коми» мы узнали, что наши земляки во все времена проявляли мужество и героизм. Выпускник Ухтинской школы, подполковник ФСБ Александр Иванович Алексеев погиб при прорыве из окруженного боевиками общежития. Именами Героя России Александра Алексеева, Героя Советского Союза Николая Плеснина и рядового Дмитрия Бушуева названы улицы в нашем городе. Мы убедились, что современная армия России – наследница воинских традиций русской армии. Классный руководитель казачьего кадетского класса Постельный Николай Анатольевич в интервью нам подтвердил, что слова из Евангелия «за други своя» близки и современным солдатам и офицерам. Кадеты из казачьего класса учат основы православной культуры, основные воинские традиции, учатся служить Отечеству, казачеству и вере православной. Итак, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Войска, защищающие рубежи своей стороны, сильнее солдат, пришедших на чужую землю. Чудо-богатыри Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Ушакова, защитники Брестской крепости, Москвы, Сталинграда, шестая рота псковских десантников совершили свой подвиг во многом благодаря боевому духу и воинским традициям. К сожалению, проведенный нами опрос показал, что о невидимом оружии победы мало знают ученики начальных классов. Очень важно, чтобы с первого класса в учебниках по литературному чтению были произведения о российских солдатах. Читая их, каждый из нас задумается, сможет ли он быть достойным продолжателем подвигов своих предков. Воинам-победителям посвящены эти строки Анны Ахматовой. Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота, прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Пленарная часть